В Московском районе города Чебоксары состоялась приемка дворовой территории по улице Ахазова, 1 и 3. Работы выполнены в рамках указа главы Чувашской республики о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской республики. В работе комиссии приняли участие глава администрации Московского района Андрей Петров, его заместитель Юрий Константинов, директор управления жилфондом города Чебоксары Андрей Шестаков, помощник депутата Чебоксарского городского собрания Ильдара Аббасова Елена Турханова, представители управляющей компании, подрядной организации и Общероссийского народного фронта. Общественный контроль на приемке, он затрагивает интересы больше жильцов, потому что жильцы часто подходят и говорят, какие у них вопросы, какие-то пожелания. Мы это смотрим, рассматриваем. К примеру, сейчас жильцы хотели посыпать чуть-чуть крошки. Мы подошли к представителям подрядчика, они с радостью согласились это все сделать. Жители софинансировали проект на 1% от сметной стоимости, что составило более 25 тысяч рублей. Все проекты в текущем режиме обсуждались с населением, вносились коррективы и во время ремонтных работ. Ваше предложение какое? Чтоб машины не гоняли здесь. И машину вот отсюда вообще надо убрать. Детскую площадку, эту вообще потеснили уже. Вот такая была, да, такая, сейчас вот такая стала. Посмотрите, что творится. А дети газом, тут газовые стоят, зимой особенно включают машину, и дети... То есть парковки не должно быть? Конечно. Дорога на самом деле была сильно изношена, по колдобинам невозможно было ходить, вспоминает житель дома номер 1 по улице Ахазова Людмила Голубейкова. И сейчас все очень довольны тем, что наконец удалось отремонтировать дорогу и тротуар. Мы неоднократно обращались и в управляющую компанию с просьбой отремонтировать. Последнюю встречу здесь мы встречались как раз тогда Аббасов Ильдар Нурахметович. Он как руководитель регионального отделения по благоустройству домов, домовой территории, да, и мы дали наказ от имени жителей, чтобы нам благоустроили вот эти, асфальтировали дорогу, детский двор, детский сад, как его у нас, детский двор, чтобы отремонтировали. И после этого прошло немного времени, нам, видите, хорошо отремонтировали дорогу, детский двор тоже, и мы очень довольны. Эта дворовая территория уже 5-я в Московском районе. Подрядные организации ускорились в процессе сдачи объектов в эксплуатацию, отметил заместитель главы администрации Московского района Юрий Константинов. А попасть в программу очень просто. Для того, чтобы попасть по программу благоустройства в указ 139 главы Чувашской республики, необходимо протокольное решение собственников о софинансировании 1% от сметной стоимости всего благоустройства, предоставить в адрес администрации Московского района. Мы потом определим, соответственно, очередность, вместе с жителями. Определим схему благоустройства, какие формы надо, малые архитектурные формы необходимо поставить в том или ином дворе. Какие детские площадки, тренажеры, спортплощадки. Соответственно, сядем и будем обговаривать это совместно с людьми. Напомним, что в текущем сезоне в рамках данной программы будет отремонтировано 15 дворовых территорий с охватом 60 многоквартирных домов, где проживает свыше 15 тысяч человек. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.